завершении Первой мировой войны. Да. И вот это вот нашего района Халашского вуза. Это Александр Мосович, у нас представитель ДСА, представитель общества отцов и художник. Брата переводит как книгу. Ну, я кратко расскажу, да? Да, конечно. Ну, мы как бы по столетию, по окончании Первой мировой у себя мероприятие провели. Я думаю, могу похвастаться, практически Хангаласе. Это у нас единственные республики. Практически вот этот материал найти было очень сложно. Мы его начали с 2014 года, с начала Первой мировой войны, ну, это столетие. Мы нашли на современном Хангаласском улусе сейчас 450 участников Первой мировой войны и 23 кавалера Георгиевских крестов. Ну, Хангаласская земля, она была, ну, на современном Хангаласском улусе нашли, да? Еще до этого она была территория очень большая, туда входило еще 5 улусов. Я всегда вот говорю, я смело могу сказать, старого Хангаласского улуса приняли участие около 1000 человек. И мы можем смело найти человек 50 кавалеров Георгиевских крестов. Это только с нашего улуса. Но тут у нас есть тут уникальные личности. Вот хочу рассказать про святого Георгия Николаевича. Значит, он военный медик. Мы знаем, что он служил в императорском дворе, звание полковника. В отставку он пишет, что он генерал. Ну, материалы у нас это партийно очень сложно. Он также участвовал в экспедиции Пржевальского в Тибете, он там медиком. Ну, у него очень интересная такая, как бы сказать, история. Ну, если кратко так, про участников Первой мировой войны, много, в основном вот эта элита, в основном это прямые потомки государя-ямщиков, потому что единственная почтовая связь была, проходила по Владимиру. Территория большая была, очень большая. И в конце 17 года было принято принять службу якутского населения, и они были призваны, и половину пути их обратно вернули в связи с тем, что местный губернатор, и еще у нас тут есть большой ученый, Ксенофонтов, они написали императору о том, что местные жители, в основном это охотники, добытчики валютного сырья. То есть в те времена валюта пустина дороже была, чем золото серебро. И в связи с этим их обратно вернули. В основном получается, что служили офицеры. Ну, например, Иван Николаевич призвался, он студентом 4-го курса был в Томского медицинского института и сразу получил, там специально это был, как сказать, требование, он сразу дал ряд прапорщик. Ну, потом, впоследствии Великой Отечественной войны, Перебузов Андрей Иванович, он стал генералом-майором, командир дивизии, боевой офицер, ну, потом в Академии штабе вооруженных сил. А в основном вот эти наши кавалеры Георгиевских крестов, некоторые служили известный 42-й якутский полк, она известна во всех историках краеведах, в Георгиевском зал Георгиевской славы в Москве. Этот полк числится один из лучших. Этот полк награжден 3 георгиевскими знамениями, 3 знамений, 1 серебряная труба, а также о ее подвиге написано в Крымской войне, там панорама Крымская битва, Севастопольская битва, где вот Великой гвардии, которая остановила, там, как это называется, операцию, там, и вводила вот наших земляков находится в Крыму. Ну, кратко вот история российской войны. Я сколько по регионам езжу, я первый раз вижу, что в Первой мировой войне, да, и где, да, вот, где была война, да, и где Якутия. Вот так вот. На самом деле, первый раз спасибо вам большое, это вот это потрясающе. Да. Нет, вот у нас не надо говорить, Александр Сергеевич, это наши старшие братья постоянно, наши патриотические чувства, как бы,
На Ну, самом деле, поэтому очень, очень, мы вынуждены это все время. Ну, мы сейчас думаем, что найдем еще очень много материалов. Нашли женщину с крестом жестким. Наверное, еще мы нашли историю батальона Бочкарева, вы знаете? Да. Вот она здесь, она была здесь. В Турке была. Про нее мы узнали. Книга, она была напечатана в Америке. Это интересная женщина. Ну, еще у нас очень много материалов, гражданская война. Потом у нас здесь проходила Алсиб, Аляска-Сибирь, секретная авиатрасса. К сожалению, участники этой авиатрассы, участниками Великой Отечественной войны, они не зачислены, поэтому очень много бабушки, дедушки, ну, они живы, как бы, когда молодые, молодежь, трактористами эти не были. Доставлялось с Америки 9 тысяч самолетов, 1000 самолетов не дошло до фронта. В основном 5-й самолет Великой Отечественной был американцем. Ну, об этом сейчас не любят этим говорить. И любил на этом самолете летать один из таких самолетов Союза. И у нас на нашей территории, на маленьком Кангаласском усе, 4 самолета разбито, 2 мы нашли, двое, как бы, ну, тогда большая, и так далее. Ну, в основном работает здесь очень много. Работают краеведы, общественники, ветераны, патриоты, школьники. Мероприятие подготовили материал. Хотим сделать памятник. Рядом у нас есть проект делаем. Всем участникам, вернее, всем коренным потомкам хотим вручить сертификат и копии Георгиевских крестов всем коренным потомкам, кто там по старшинству. И все, если этого желают, мы нашли одну компанию, наших земляков Кангаласов, они будут вручать сертификаты. Весь список мы им не даем, приходит прямой потомок, например, по моей линии, например, 50 человек хотят приобрести этот сертификат о том, что он воевал в Первой войне, соответственно, на это официально департамент есть объекты наследия, как там есть департамент, и мы согласились, они нам выдают, печать поставят. Например, вот Григорий Михаил Алексеевич, это дед Михаила Николаева, первый президент Республики. Но мы установили еще у него 2 медали, но это по боевым действиям, по этим срокам, по требованию Российской императорской армии. Вот он мой дядя, получается, значит, по моей линии, например, 50 человек хотят приобрести сертификат. Ну, приходим и этот А сертификат Скрипцов берем. не ваш родственник, он так похож на вас? Кто похож? Да, сегодня Скрипцов. Да. А у нас же всякой крупи, практически на всех похож. Далее родственники могут. Это фотография его была. Номер 19.